Здравствуйте, уважаемые зрители! Начинаем наше очередное обсуждение. Сегодняшней темой мы выбрали вопрос Атамбаев, Джеймбеков, транзит власти. Ну, я думаю, все понимают, чем был продиктован такой выбор. В прошлом году мы избрали нового президента. Этот президент считался безусловным преемником, человеком, верным сторонником и даже личным другом, как подчеркивал сам экс-президент. И все ожидали очень такой спаянный тандем, где доминировать должен был, безусловно, какое-то время хотя бы Алмазбек Атамбаев. И, возможно, я ошибаюсь, но лично по моим ощущениям, когда после выборов я изучал мнения, комментарии, знаете, даже самые смелые прогнозисты, они давали Джеймбекову год для того, чтобы он уже укрепился в своей роли, в своей должности и начал бы реализовывать более-менее самостоятельную политику в качестве главы государства. Но по сообщениям в медиа, в социальных сетях мы видим резкий перелом настроений. Все люди заговорили о некой автономности, самостоятельности нынешнего президента. И это очень интересная тема, потому что Алмазбек Атамбаев за 6 лет своего президентства, это по общему признанию, смог выстроить очень прочную вертикаль власти. Везде были его люди, скажем так, да, но его люди тоже в кавычках, потому что это достаточно условное обозначение. Но так или иначе, да, они были креатурами, назначенцами Атамбаева, со всеми плюсами и минусами такого подхода. И вот первый звонок, мне кажется, прозвенел после смены руководителя аппарата президента. И вот мы сегодня собрали авторитетных, уважаемых политологов: Марат Казакбаев, Алмаз Таджибай, Идиль Осмонбетов. Мы их также знаем как членов Кыргызского совета по международным отношениям и безопасности. Но сегодня, как вы поняли, уважаемые гости, наша тема сугубо внутренняя. Это состояние внутренней политики и обсуждение того самого транзита власти, о котором мы говорим. И сегодняшний вопрос, он один и касается вас всех. Как вы оцениваете степень возможного сохранения Атамбаевым влияния на кыргызскую власть и на президента в том числе? И как бы вторая часть этого вопроса, то есть аналогично, как вы оцениваете способность Сооронбая Джеймбекова выстроить собственную повестку дня, обозначить собственную политику и привести в большую политику, в систему высшего госуправления своих людей. Но опять-таки своих, я повторяюсь, это в кавычках, потому что не будем забывать об условности. Ну, Марат, если вы не против, давайте начнем с вас. Да, я постараюсь ответить на ваш вопрос, Азамат. На самом деле очень интересная ситуация существует политическая в Кыргызстане у нас, но это вообще не ново, честно говоря. Что касается фигуры Атамбаева, роль остается по-прежнему, хотя вот мы уже видим, что после президентского срока, после ухода, он ни разу публично еще не выступил, да, поэтому все общество, мы все ожидаем, и политические круги ожидаем речи экс-президента 31 марта на Курултае съезде СТПК, да, и поэтому и отсюда, скорее всего, мы уже конкретно увидим, будет просматриваться линия поведения
экс-президента по отношению вообще к классной вертикали, да, и, конечно же, такая интрига. Остались сегодня дружеские отношения с нынешним президентом, о чем он говорил, да, потому что, вы же видите, произошли изменения, это прежде всего, правильно говорить, с уходом рукаппарата Фарида Ниязова, его хорошо проводили, в принципе, собственное добровольное заявление было. Но за уходом Фарида Абелизимовича очень много слухов, предположений, версий. И это тоже, в принципе, нормально, потому что он довольно-таки весомая, тяжеловес, политическая фигура. Мы же все знаем, что он долгие годы работал непосредственно в команде Атамбаева, когда он президент рукаппарата, возглавлял и партийный штаб. Практически на сегодня он является руководителем всей партии СТПК, пост первый зампредседателя партии. И сейчас на партийном работе. Я думаю, это правильно он сделал то, что не стал, в общем, сидеть на двух главных позициях. Рукаппарат очень большая политическая, решающая политическая должность. И заодно как бы на двух сиденьях и возглавлять партию. Да? Поэтому, как умный человек, профессионал, он все-таки ушел с рукаппарата и сейчас возглавляет партийную работу. Да? Ну, конечно, сейчас готовится место для возвращения лидера партии Алмазбека Шаршеновича. То есть формально он станет председателем партии, возвращается. То есть все как бы закономерно, да. И, конечно, второй вопрос вот касается того, что все ожидали, что кадры непосредственно остаются в команде президента, и как бы он вторая фигура, то есть настолько сильное влияние Алмазбека Шаршеновича, экс-президента, влияние остается. Но я скажу так, что сейчас правильно делает нынешний президент. Понятно, любой президент, который во главе государства приходит, любого государства, я повторяю, он будет стараться сформировать свою команду. Первая задача – сформировать аппаратную команду. Аппаратную. Это не говорит о том, что нужно всех выгнать и взять полностью своих преданных людей. Нет. Те, кто ему нравится, те, зарекомендовали, кого он знает, и работа успешно идет в аппаратной системе, тех, конечно, он оставит. Конечно, обязательно будет на приток новых кадровиков, госслужащих, и кого он тоже лично знает. Поэтому независимо, будет он в одной партии, он является членом партии, и единомышленником партийным экс-президента. В любом случае, как только президента новая должность, ему нужно иметь свою команду. Ну, вот далеко не нужен опыт США и других стран. Президент приходит обязательно со своей командой, да, и это правильно. И тогда, в общем-то, единомышленники начинают работать, и это изначально легче вести работу, и разделяя единую политику партии, да. Поэтому очень хорошо, что в условиях объявленной парламентской системы, фактически еще не парламент, настолько велико влияние президента, решение президента, то, что нынешний президент старается формировать собственную команду, свое лицо иметь, да. И, конечно, очень сильная, нельзя не подчеркнуть, очень сильная речь президента по борьбе с коррупцией, о том, что это как бы он сам себе заявил от 8 февраля, да, и эта речь даже понравилась оппозиционным деятелям, да, поэтому это как бы начало вступления. Поэтому я вот вижу то, что мы все видим, что на самом деле нынешний президент Сооронбай Шарипович хочет показать свое лицо и показать, что он является лидером, президентом страны, да, и ни в коем мере нельзя говорить то, что он находится в тени под экс-президентом, да. Поэтому, что как бы мы ни рассуждали бы, в любом случае, все расставит все по своим местам. Выступление речи экс-президента на съезде партии неочередной республиканском, и тогда уже будет более-менее ясно все просматриваться. Поэтому я не говорю, что что-то такое случилось, что есть конфликтная борьба. Нет. И экс-президент, и президент заявили, что отношения хорошие, между собой переговариваются, они же об этом говорят. Поэтому, может, на латентной стадии идет какой-то конфликтное противоборство не между президентами, не между лидерами экс-президента, а между сторонниками, отдельными членами команды. Возможно, да? Но это обычная закономерность, политическая закономерность в условиях нашего бурного политического процесса. В общем, все покажет выступление экс-президента Атамбаева. Влияние очень велико. Если бы он не сделал этот съезд, например, то в любом случае при молчании любого политика авторитет потихоньку бы падал бы, его бы стали забывать, я считаю. Это тоже закономерно.
Я хотел бы ситуацию, политический режим в стране, предпосылки происхождения, что происходит. Да? Если взять политический режим, то у нас управление смешанное, парламентское и президентское. И вот и нельзя сказать, что у нас с 90-х годов было только как бы президентское, да, с Акаевым, но всегда была смешанная и бакиевское время. Но как показывает из опыта, истории, а именно как ведут себя политические партии, то есть группы интересов, да, если с этой точки зрения очень интересно. Если мы возьмем президентский, то лидер обслуживает партии, к примеру, да, то есть такая система. А если касательно парламентской системы, то это класс именно поддерживает электоральный, то есть депутатов поддерживает, обслуживает партии. И вот у нас на самом деле очень сложная система, смешанная, и здесь вот появление тех, как бы называемых, кризисов или конфликтов, на самом деле это нормальная процедура. Нормальная, потому что идет процесс становления или даже развития. И партии, которую мы имеем, СДПК, она уже на самом деле классическая, уже давно состоявшаяся. И если взять Атамбаева, то на самом деле с 2011 года он ушел с поста, он не стал возглавлять как бы официально, стал вести должность президента страны. И после его ухода, естественно, сейчас все задаются вопросом, придет ли он на место, на свое прежнее место, тем более в его высказываниях он говорил об этом, что возможность он вернется в партию. Но если партия уже состоялся, утвердился, он может быть становиться как бы неформальным лидером партии, и не обязательно приход его во главе СДПК не означает ничего, потому что ему достаточно быть моральным или идейным вдохновителем партии СДПК. А именно административные функции и то, что делалось, и бытность его президента, партия, она уже состоялась, она может и без лидера это делать. Это доказала, и когда партия выдвигала в президента страны Джеймбекова, нашего президента, да, то есть это тоже показатель уже развитости социал-демократической партии в нашей стране. То есть, как бы, и это, на самом деле, эта партия является на нынешний момент самой сильной, самой структуризированной, дееспособной партией. И она относится, если взять классификацию Дюверже, то есть она относится к классическим партиям, которые мы говорим, что и на Западе есть, то есть она уже себя построила. И вот она имеет кадровый, то есть классификацию, не массовую, а кадровые классификации. И с этой точки зрения единственное, она отличается от массовых в том, что принятие решения внутри партии делается комитетами, то есть это политбюро или узкий круг людей, и она определяет повестку дня. Вот единственное в этом. И она показала свою устойчивость. То, что касательно Джеймбекова, нашего президента, то да, если мы имеем в виду президентскую страну правления, то партия должна обслуживаться. И сейчас покажет ли СДПК, как зрелая партия, допустим, американской системы, там, демократической партии или республиканской партии, которая поддерживает своему лидеру, да, поддержку, и в то же время там же и Сенат, и конгрессменов она поддерживается. Но единственное отличие этими странами, то, что у нас пропорциональная представительская власть, а в сильных президентских странах она имеет смешанные или мажоритарные условия. У нас же вот именно все закладывается именно смешанности и сложности в этом. И Джеймбекову, естественно, понадобится, если не СДПК должна поддерживать его, все-таки реализацию его планов, то если будет раскол и не будет поддерживать СДПК Джеймбекова, а мы уже имеем со слов Мискинбаева, что как бы предостерегает о возможности семейно-кланового правления, как при Бакиеве, да, или при Акаевской власти,
чтобы, ну, как бы брат Джеймбекова сдал депутатские мандаты, да, но юридический вопрос сам это нормальная процедура, и здесь не стоит. Здесь именно идет противостояние именно внутри партии. Дело в том, что победа в прошлом году Джеймбекова на выборах – это показатель того, что подключился у нас клановый как бы состояние в республике, регионализм еще Местникова, и многие новые перешли именно Джеймбеково лицо для того, чтобы поддержали именно интересы группы давления региональных представителей. И многие перешли из других партий, поддержали Джеймбекова, и именно новую повестку, новые свои чаяния. Да? И в этом отношении, то есть когда вот на самом деле поддержали и частично СДПК, как бы представляя Атамбаева, да? Но и Джеймбеков как представитель именно южного региона. Это нельзя забывать об этом. Да? И вот представители, отколовших от других партий, которые отдали в борьбе, предвыборной борьбе свои голоса или в выборах в прошлом году, в 2017 году. То есть это показывает о чем? Это показывает, что Джеймбекова, вот именно электорат его, она не может быть совсем согласна с СДПК. То есть, очень просто говоря, идет перераспределение портфелей. То есть партия, классическая партия именно, как мы говорили, кадровые, да, то новая элита, или которая не удел осталась, она требует от Джеймбекова назначения себя. Но мы знаем, что бюрократические процедуры СДПК она не позволяет новым лицам получать должности. И в этом плане как бы наш президент, он должен отвечать, то есть он же обещал, как бы каким-то образом продвинуть своих сторонников, новых, как бы будем говорить, не СДПК или внутри СДПК, которые слились с СДПК, но они должны получить внутри какие-то должности, да, партии, портфели. И в этом плане, вот если СДПК не покажет, то появляется новая партия. То есть это, возможно, будет появление новой партии, и поэтому в кулуарах идут как бы слухи, что именно брату Джеймбеку, Асылбеку идут совещаться именно насчет вот тех сторонников, которые поддержали семью Джеймбековых, и поэтому вот и уже перераспределение. К сожалению, если партия СДПК этого не покажет, то есть не даст каких-то портфелей, возможность образуется новая, другая сила политическая, которая и на арене появится, которая будет поддерживать президента, его деяния у власти. Тем более очень сильный шаг в борьбе с коррупцией, и в этом плане СДПК, как бы члены, она не полностью, может быть, отвечает идеям или методам борьбы нашего президента Джеймбекова. Поэтому здесь вот такая борьба идет, и если, то есть сейчас покажет, на самом деле мы все ждем, 31-го все зависит от партии СДПК. Ну вот я согласен с с моими коллегами, которые выступают, но надо немножко отнестись пошире пространство, потому что политический транзит – это процесс, когда ты переходит одна власть к другому человеку. И, к счастью, в Кыргызстане это произошло легитимно осенью 2017 года. Это признают и международные наблюдатели. И вообще, само понятие политический транзит, она подразумевает собой переход новой команды, нового президента. Если мы видим вот то, что Марат сказал, американская система, когда, может быть, к политической культуре Кыргызстана тоже надо такое вести. Если приходит новый президент или премьер, все бывшие администрации автоматически подают заявление, да, и уже президент, придя, он формирует свою команду, кого-то он оставит, кого-то нет. То есть там даже система вплоть до уборщицы, да. И это правильно, это и с точки зрения этики, и с точки зрения политической формирования культуры хорошо. И если мы посмотрим американскую систему, даже когда Обама был президентом, он оставил во своей администрации республиканца Роберта Гейтса министром обороны США, то есть по профессиональным качествам. Я думаю, что формировать команду надо не только потому, что там он твой политический сторонник, но так как у президента и у правительства большие полномочия, большие задачи стоят перед страной, нужно выбирать профессионалов, независимо от партийной принадлежности, а те, кто может заниматься экономикой или там какие-то реформы. Это очень важный вопрос. То, что теперь касается съезда, вот 31 марта действительно это ключевой съезд, по моему мнению, потому что от съезда СДПК, который состоится 31 марта, многое зависит, начнется новый политический сезон.
И вот все вот эти вопросы, которые поднимаются в социальных сетях, там какие-то слухи, недомолвки, какие-то обрывки, да, вот информации, над ними может быть поставлена точка. Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, кыргызская политика, она сложна, она очень активна, она мобильна, и как и везде в мире, в кыргызской большой политике она неоднородна. Всегда есть группы интересов, лоббистские группы, есть люди, которые... И любая большая власть – это компромисс. То есть у тебя есть обязательства, ты где-то обговариваешь, и тогда ты можешь двигаться в каком-то направлении и находить своих сторонников. Поэтому съезд 31 марта, мы должны понимать, что СДПК сейчас это политический драйвер всего политического пространства Кыргызстана. Ей нету сейчас ни одной партии равной, да, ни оппозиционной, там, ни какой-либо другой. И от того, как съезд, это не просто съезд какой-то республиканской партии, да, там, а это уже, я думаю, может быть, даже мы можем увидеть, что нас ждет там, на ближайшие, может быть, даже годы, да, какие будут программы, кто будет выступать. Может быть, будет программный документ какой-то принят, да, и кроме того, что там предполагается назначение председателя партии. То есть здесь очень такая серьезная должна быть подготовка. И после этого события мы уже можем видеть, какая будет политическая конфигурация в будущем. Как будет противостоять? Будут сняты политические противоречия? Или мы увидим уже такую цельную партию, которая будет заниматься именно экономической реформой, решением вот актуальных проблем, которые сейчас стоят перед Кыргызстаном. Поэтому, конечно, 31 марта это как бы та вот эта точка, да, отчета, с которым начнется новый политический сезон. Здесь я согласен, что все думали, что будет действительно в течение года, и мировая практика показывает, что обычно пришедший новый президент, лидер страны, он обычно где-то год ему нужно на раскачку. Мы видим Трампа, который там почти год формировал администрацию, до сих пор даже не закончил, тоже ему нужно было время. То есть у нас в этом отношении мы оказались опять пионерами на пространстве Центральной Азии, СНГ. У нас все процессы идут с космической скоростью, то есть не успевает. В этом наша особенность Центральной Азии. И еще у нас одна есть вещь, которую у нас есть политические прививки. Какие бы события ни происходили в Кыргызстане вот за 27 лет независимости, мы выбирали такие варианты, когда мы искали разную систему. Полностью президентская, смешанная, там, парламентскую республику мы сейчас строим, цель ставим. Там, две революции. В любом случае, это такой хороший пример. Вот у наших соседей, допустим, по Центральной Азии, такого нету политических прививок, да? Потому что для них понятие политики это всегда персонифицировано, как власть. И, соответственно, никакой политической борьбы, даже слухов, недопустимо в парламенте. И поэтому я думаю, что вот сейчас мы находимся в таком вот довольно интересном для политической истории Кыргызстана процессе, когда мы видим, что новый лидер, он, конечно, должен заявиться как совершенно новая политическая фигура. И я думаю, что у него есть для этого все способности. Плюс он опытный политик, политический тяжеловес, и он прекрасно понимает, какие действия. И есть еще один такой момент, мы должны не забывать, что от того, как процессы происходят в Кыргызстане, очень много зависит сейчас и от стран Центральной Азии будет. Почему? Потому что мы можем передать тот политический опыт, который у нас есть другим странам Центральной Азии, тому же Казахстану, потому что у них тоже возможен политический транзит, в Узбекистане завершился. То есть это, может быть, даже мы передадим другим странам СНГ, чтобы не совершали тех ошибок, которые мы совершали, допустим, мы. Поэтому это очень важно, поэтому я думаю, что политический транзит как таковой, он практически в Кыргызстане завершается. Да, вот очень интересной показалась мысль Марата о том, что сейчас уместнее говорить не о конкуренции Атамбаева и Джеймбекова, а скорее всего уместно говорить о борьбе их команд. Потому что мы знаем, какую роль вообще играют личные амбиции кыргызских политиков. И вообще это, по-моему, является основной движущей вообще силой всех процессов и изменений, которые у нас происходят. И то же самое, что вот как бы красной нитью прошло в ваших выступлениях, Эдиль, Алмаз, о том, что СДПК остается очень влиятельной силой, которая на сегодняшний день аккумулировала очень много, прежде всего, людских ресурсов, да, это действующие чиновники, бывшие чиновники. Конечно, нельзя не отметить и определенный финансовый ресурс, который тоже очень много решает в политике. И, собственно говоря, с помощью вот этих утверждений можно даже вообще задуматься, а есть ли смысл Атамбаеву, скажем так, сохранять свое влияние, да, на Джеймбекова как на президента, будучи экс-президентом, потому что
Мы ожидаем съезд, как вы верно напомнили. Мы ожидаем провозглашения Атамбаева председателем партии. И учитывая ресурс, который есть у СДПК, мы можем сказать, что Атамбаев, не влезая в поле Джеймбекова, не оспаривая его конституционных прав и обязанностей, и без этого способен играть очень активную роль в кыргызской политике и влиять на нее заметно и весомо. Вот в этой связи такой вопрос: что можно ждать от Атамбаева? От Атамбаева в качестве уже официального в скором времени лидера социал-демократической партии Кыргызстана, которая на сегодня является, как мы уже сказали, сильной партией, деятельной партией, ну и самое главное, фракция которой является одной из ключевых, одной из центральных в Джогурку Кенеш. Да, очень такой ключевой и интересный вопрос, честно говоря. Об этом все думаем. Я уже говорил о речи Атамбаева. Она необходима, речь все равно. Прошло полгода, больше. И как ведущий политик он должен высказаться. Иначе он начнет забывать. Тем более при кыргызских активных скоростных процессах. Вы понимаете, да? Любой политик не выживет и не получит авторитет, если будет молчать. Вот и все, в принципе. Закон такой, политический закон в Кыргызстане. Естественно, Алмаз Шашмиров это понимает, естественно, он говорил, что вернется в политику, да, и самое главное, он говорил, что ни за что не будет занимать какие-то государственные посты. Это нужно понимать. Я думаю, я считаю, что я уверен, что он свое слово сдержит, поэтому здесь вытекает два варианта, но я все-таки за первый вариант то, что для Алмазбека Атамбаева для входа в политику ему достаточно будет председательства партии, да, потому что влияние очень большое, все мы понимаем, да, все кадры СТПК расставлены при нем, да, и в принципе они все уцелели, да, потому что это говорит о том, что нынешний президент разделяет кадровую расстановку, да. Конечно, перед президентом имеется проблема, вот сейчас идет процесс формирования собственной аппаратной команды, затем и политической команды, да. И карт-бланш, возможности, условия для этого Атамбаев дает. Хотя взять то, что он молчит до этого времени, да, то есть не говорит ни о чем. Понятно, что идет противоборство между отдельными игроками сторонников, как экс-президента, так и президента, но это обычный нормальный процесс, в принципе, да. Главное, лидеры говорят о том, что все нормально, все хорошо. И в этих условиях, конечно, что ждать от Атамбаева? Я думаю, это, опять же, два варианта. Первый вариант – это то, что он остается председателем партии, да, этого ему достаточно, вполне, да, то есть все рычаги власти он попробовал, да, и был и премьером, и депутатом, и президентом, и даже в оппозицию этого был, исходя из его такого взрывного эмоционального характера, да, часто непредсказуемого. И поэтому сейчас, будем говорить, на склоне политических лет Атамбаев всегда останется в политике, это понятно. Ему достаточно возглавлять партию, чтобы иметь такой общественно-политический статус, потому что партия очень сильная, пропрезидентская, провластная, и таким образом контролировать решения, которые выпускают члены его партии, находясь в различных ветвях власти, в парламенте, в правительстве, в силовых органах и так далее. И, в принципе, этого достаточно. Второй вариант, конечно, об этом тоже говорят и эксперты, но я это не разделяю, о том, что вот он попрет, например, станет председателем партии и захочет пойти в парламент, да, до спикерства, руководителем фракции. Конечно, в этой ситуации нужно будет распускать парламент, потому что он не в партийном списке же, другого не остается. ЦИКу нужно будет принять решение на основе самороспуска поддержать. То есть 38 депутатов фракции СТПК выходят из парламента, и парламент разваливается, начинаются новые выборы и новые потрясения, да. Насколько это правильно будет? Сами депутаты, кстати, и депутаты фракции СТПК, они держатся свои мандаты. Человеческий инстинкт можно понять, да? Это все, естественно, да? Они сразу ссылаются на Конституцию, даже готовы некоторые выйти из фракции СТПК и быть независимым депутатом. Но главное, чтобы был мандат на груди. Мы же это по человеку можно понять. Поэтому вот так заставить, например, Исаму Амуркулову, главе фракции СТПК, лидеру, и другим там бонзам, вот так взять, чтобы выкинуть, заставить всем выйти из парламента, это нужно большие усилия воли, да, и принуждение в буквальном смысле.
Насколько на это пойдет, например, Атамбаев, например, да? Как он сможет уговорить? Мне кажется, не сможет в этом случае. Я вот так уверен. Поэтому лучше брать первый вариант, остаться председателем партии, аксакалом, да? И видно, что все его решения, они воплощаются через определенные госструктуры. Мне кажется, это все нормально, в принципе, для любого политика. То есть он достиг всего, чего можно, да? И мне зачем после президентства идти там, руководителем фракции, да, опять бодаться с кем-то, да? И спикерством особо не нужно. Мы же видим, парламентская система у нас формальная. На самом деле, Эдиль Мырза, коллега, он правильно говорит, мы находимся по-прежнему на политическом транзите, хотя он завершается, честно говоря. Но все же видят, и люди сами по психологически думают, нужно, чтобы решал один человек, да, президент, все такое. Конечно, парламентская система необходима, так и так, но очень много критики в сторону парламента, самой системы, что это коллективная бездеятельность, да, и так далее, все такое. То есть такие, нет еще авторитета у парламента. Парламент сам имеет проблемы, партии, которые, да, мы посмотрите, коррупционные партийные списки, да, во время выборов, и кто пришел, да, поэтому тут проблемы будут оставаться, но выбор уже сделан, мы парламент с тем идем, люди привыкают постепенно, да. Поэтому здесь быть спикером такого парламента, мне кажется, Атамбаев не пойдет. Он остается публичным политиком прежде всего, и это ему достаточно. Это он в своей ипостаси, я считаю, в своем котле, будем говорить, да, и это ему достаточно. Главное ведь, что для политика, как для него, который прошел все властные ступени, для него главное то, что и психологически иметь влияние. Это самое главное. Влияние, авторитет. Вот такие психологические характеры, синонимы выходят. Уважение, например. Что все его решения по мановению руки претворяются и все разделяют. Поэтому я считаю, вот как политик Алмазбек Шаршин, он достиг всего, честно говоря. И поэтому, мне кажется, мудро дает возможность управлять, не входить в зону компетенции. Джейнбеков, тоже опытного политика, он был премьером, но пусть насладится президентом, пусть поработает самостоятельно. Поэтому, мне кажется, кто вот делает подножку из членов команды, ну вот там различные интригу запускает, конечно, они не правы, и мне кажется, это не остановить в любом случае, но решающий момент, опять же, это речь экс-президента 31 марта, который расстановит все по местам. На самом деле он состоявшийся политик, он уже, как и Марат Казакбаев говорил, мой коллега, что как бы с небес звезд ему доставать нету надобности, как бы, да. И здесь займет ли он официальную позицию лидера партии СДПК, или даже если не займет, да, все равно он остается публичным политиком, и он как бы неформальный лидер, как я уже говорил, да. От этого не зависит. Главное вот его влияние на партию, чтобы осуществлять те идеи или те фундаменты, которые он должен партия реализовать и выполнить выполнять свою функцию, да, реализации. Что касательно Джейнбека, я не думаю, что человек, который пришедший к власти, именно он будет каким-то образом от него отделяться от партии, потому что нужно понимать, партия все-таки огромный ресурс. И появление, да, и действительно у нас система как бы смешанная, еще раз хочу сказать, мы даже парламентский, там другой тип, электоральный тип выбора партии, то есть они аморфные происходят, но мы имеем именно СДПК, если поструктуризированно посмотреть, она имеет очень сильная партия для президентской власти. Вот нужно, и поэтому переформация к электоральному, да, вот сейчас вопрос времени, именно время современной политической ситуации задает вопрос или вызов для партии СДПК в общем. Сумеет ли она быть электоральным и в то же время обслуживать интересы сильного президента, к примеру, да? Если она каким-то образом не сможет, она останется только электоральным, только для обслуживания парламента, а мы должны иметь в виду, что в парламенте формируется правительство с коалицией большинства, да, и весомый вклад имеет партия СДПК и ряд как бы тяготеющие к этой партии лидеры, которые образовались в новой партии, да, и в этом отношении даже чтобы реализоваться Атамбаеву, да, действительно соглашаться нужно, он должен остаться как бы, и, наверное, так и будет,
такое смелое предположение, ему не обязательно быть лидером партии официально, он может и так, на самом деле, он и так будет вхож в политсовет партии, он может быть и просто рядовым членом партии, но и к его мнениям партия будет всегда прислушиваться. И как бы вот на самом деле это партия его, да, и это не зависит. Я еще раз хочу сказать, что когда в 2011 году он ушел долженствовать президентом страны, партия как бы работала, существовала и без него официально, да, но все понимаем, что он был все равно неформальным лидером этой партии и остается. И в этом плане делать какие-то прогнозы ухудшения или нагнетания не стоит, тем более Джеймбеков, он все-таки 10 раз подумает, прежде чем как бы противостоять данной партии или Сатамбаеву. Ну, я здесь согласен с коллегами, с их оценками. Во-первых, то, что 31 марта, это будет не просто дата, если съезд состоится, СДПК. Любой съезд, тем более у СДПК политических конкурентов нет на политическом пространстве. И если будет доклад, то мы можем через доклад посмотреть, какие будут тренды политические в будущем, какое будет задано направление. И многие вещи, я думаю, это должны готовиться, да, лидеры СДПК. И для многих политиков и граждан Кыргызстана будет понятно, что нас ждет в будущем, какие будут тренды политические, какие-то равнения. Что касается того, что экс-президент, я думаю, он сохраняет свое влияние. Потому что, с одной стороны, ты можешь иметь как бы правовые, да, основания, там, полномочия, но с другой стороны, сохраняется политическое влияние, которое было до этого, да, 6-летнее политическое наследие экс-президента. Он остается в политике, тем более он, как Марат правильно сказал, еще неоднократно в 2017 году говорил о том, что он остается в политике, да, но не будет занимать официальных постов. И мы должны понимать, что есть такое понятие, когда политическое наследие, и любой политик, он должен как бы сохранять те процессы или то детище, те реформы, которые он начинал, да? Раз. И второе, это то, что здесь нужно понимать и другой момент. То, что касалось, вот, будет распуск парламента, нет. Вот в Кыргызстане огромное количество людей в соцсетях обсуждает, и вообще, может быть, даже на кухне, и везде. Но ключевой вопрос, это что ждет в 2018 году Кыргызстан. Да? Вот, то, что Марат начал говорить о распуске парламента, возможно, нет и так далее. Президент, экс-президент, он говорил неоднократно, что он хотел бы, чтобы этот парламент доработал до 2020 года. Да? Но, с другой стороны, в Кыргызстане политика, она очень сложна, непредсказуема, и ни один политический прогноз невозможно сделать, потому что у нас все как-то с космической скоростью всегда двигается, и в политологии есть такое понятие, как политическая целесообразность. Если мы почувствуем те политические элиты, которые есть у власти, что у них есть гарантии, что выборы пройдут таким-то образом, да, или есть необходимость в распуске парламента, я думаю, возможно, что может быть и сделано. Но это вопрос политической целесообразности. Насколько ты сохранишь те позиции, насколько там будет как бы новая политическая конфигурация соответствовать твоим требованиям. Раз. Ну и второе, не надо забывать, в политике есть еще такое требование, когда человек приходит во власть, нужно с ним знакомиться снова. Это правило. Мы видели Трампа, я приведу пример, США, который во время предвыборной кампании критиковал сильно Обаму, говорил многие лозунги. Но мы сейчас видим, что за 1,5 года своего президентства, даже президентом Великой Америки, да, он многие вещи, которые делал Обама и его предшественники, он не подвергает сомнению. И многие говорят, как это так, вот выборное было такое, да, но он говорит, знаете, одно дело, когда я был в предвыборной кампании, а сейчас, когда реальная политика, я всегда прекрасно понимаю, что есть много вещей. Поэтому неудивительно, что в Кыргызстане тоже такое возможно, в будущем мы не гарантированы. И следующее, которое я вот третье хотел сказать, это то, что мы должны понимать, что в Кыргызстане есть много политических лидеров, региональных, да, новые политические лидеры родились. Они имеют финансовые ресурсы, они имеют политические амбиции, но многие из них не представлены в парламенте или в других органах власти. Да? И, конечно, никто не отменял смену политических элит. Да? Эти элиты будут двигаться, и они будут требовать свое место на политическом пространстве. И по моим наблюдениям, за вот последние 1,5 года они сильно усилились. И, конечно, они будут требовать свое под солнцем. И вот в 2018 году, я думаю, это тоже будет учитываться главными политическими игроками, потому что ты должен думать о будущем. И это тоже может повлиять на всю конфигурацию власти в будущем в политической системе. Потому что элиты, которые новые, их должны воспринимать серьезно. Они тоже хотят какую-то электоральную возможность иметь, представительство.
И в конце концов это, ну, правильно может быть. Потому что круговорот элит, да, как Альфредо Парето говорил, отменить нельзя. И это процесс должен всегда продолжаться, обновление крови, процессов. И, конечно, все партии, которые есть в Кыргызстане, они должны это учитывать, потому что это как бы будущее. Ну вот результаты нашего обсуждения. Я думаю, они были очень интересными. Меня лично ваши заключения, аргументы натолкнули на ряд очень интересных мыслей, потому что вопрос оказался очень глубоким и многогранным. И, конечно, мы должны признать, что любые прогнозы наша жизнь способна опровергнуть просто в одночасье. Настолько у нас динамичная, бурлящая политика, что в конечном итоге надо признать тому, что ну, какие-то прогнозы делать, это дело абсолютно неблагодарное. Но хотя нужно об этом думать, нужно конструировать эти прогнозы для того, чтобы любой, даже самый неожиданный вариант не застал нас врасплох. И в этом плане мы, конечно, с очень большим интересом все будем ждать съезда СДПК, выступления ее духовного лидера, да, а в скором будущем уже и официального председателя Алмазбека Шаршеновича. И вот о чем я подумал в качестве резюме всей нашей сегодняшней дискуссии. Очень остро сейчас наблюдается дефицит авторитетных деятельных партий. До того, что вот усиливание СДПК за время президентства Атамбаева создало какое-то, ну, можно сказать, нездоровое доминирование СДПК. Нездоровое почему? Потому что нет конкуренции, нет состязательности. И я думаю, что ни Алмазбек Шаршенович, ни СДПК в целом, ее руководящее ядро, конечно, не позволят вот это доминирование обратить, ну, в какую-то новую форму монополии, там, партийной, государственной. А для этого мы должны помнить о главном. Это не должно быть доброй волей или заслугой самой СДПК, а это должно быть постоянным побудительным мотивом к другим партиям, чтобы тоже завоевывать симпатии, завоевывать доверие электората. И я думаю, многие, глядя на СДПК, все вот наши партии, которые там представлены в Джоркул Кеңеше, может быть, сейчас находятся за стенами Джор Кеңеша, но тем не менее готовят себя к активной деятельности. Ну, где-то в чем-то учиться у СДПК, но и во многом учитывать их какие-то ошибки, без которых тоже, конечно, невозможно. И, ну, я думаю, об остальном мы уже поговорим после 31 марта. Вот с вашего согласия еще раз соберемся, еще раз обсудим уже новую конфигурацию, новое поле, потому что после выступления экс-президента, я думаю, очень многое станет понятным. Вообще, как будут складываться взаимоотношения бывшего и нынешнего президента, так и то, каким образом будет выглядеть формула вот того самого транзита власти, выстраивания новой вертикали, уже джеймбековской. Так что поэтому нас ждут впереди очень интересные события, процессы. И спасибо вам за внимание, дорогие наши зрители. До новых встреч.